меня лишь числа до фамилии. Ну и погода. Опять небо затянуло. Сосна, я 17-й. Состав слушает. Третьего давай. Соединяю. Чепушиной занимаетесь. Писанины развели. И комендант, а писатель какой-то. Видите, не пишет. Не пишет. И что, значит, насчет женского пола? Евнухов, что ли? Вам виднее. Ладно, Восков, был тебе не пьющий. И насчет женщин, как положено. Но гляди, старшина, если ты с ними не справишься... Так точно. Два отделения. Это же почти что 20 что-то не пьющих. Фронт перед идти. И то сомневаюсь. Так, слушай мою команду из расположения без моего слова ни ногой. Даже поехали, товарищ старшина. Отставить шуточки, ягод еще нет. А что, если я можно? Можно, но не дальше речки. Ваша задача ночью обстреливать вражеские самолеты. Все необходимое получите на служение. Есть вопросы? А где проживать? Где вы берете? А как вы хочете? Отставить куда-то нет. Вольно! Сейчас вы идете в расположение. Все вопросы лично ко мне. Прямо по всем? Товарищ старшина. А А если он женский? Отставить все вопросы ко мне. Ну, девочки, потанцуем? Что? Так, откуда известно? Сама видела. Двое с автоматами и разгрузочка на киптах. Стройте людей. Команда, ружье! Свете я буду, а вы за мной. Свет. Справа сделать сильно. Маму позвать не успеете. Как же снегу возьмешь? Если вы рыбу, пусть попробуют щепить ногой. Есть вопросы? Можно вопрос? Да, боится Никола. Что такое свекой? То, что у вас в руках, Дубина какая-то. Ну вот она и слева. за мной, свет. Он шагнул. Слово по колено. Только трясина чахнула. Вобрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел он не оглядываясь, вслух да испуганному шепоту, определяя, как движется целый отряд. Сырой стоял воздух, душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой и гниющими водорослями. Все тяжести налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающих холодной кофе. Мокрые юбки липли к бедрам, дружинник прикладывала через по грязи.
Слепу не забудь. Жить болото. Ну и без ответа, батька. Восков понравился Лизе Бричкиной сразу. Понравилась его твердая непоколебимость и христианская неторопливость. Поэтому Лиза летела через весь лес, как на крыле. «После споем с тобой, Лизавета», — сказал старшина. Вспоминая его слова, она проскочила мимо слега. А когда вспомнила, Все мои 19 лет я прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро меня обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья. Дни складывались в недели, недели в месяцы, а месяцы в годы. А счастье так и не заворачивало на керосиновый рассвет моих окошек. Мне больше всего на свете хотелось, чтобы меня пожалели, чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове. И в этом я сама себе не признавалась, и, может быть, даже поцеловали. И этот поцелуй мне нужен прямо сейчас, как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого я жила на земле. Лиза думала о Воскове, о его словах. Она стеснялась того могучего чувства, что преследовало ее. Лиза уже думала, но потенциала как они споют потом со старшиной. Обязательно, даже споют. Помогите! На помощь! Помогите! Его одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Помогите! Тише. Слышишь? Плохо дело, девчата. Сережа, я пока не ставлю надежду. Пропустить мы их не можем, не имеем права. Их надо спустить. Их надо все озеро. Вот так. Вот и не вкладывайте свои соображения. Но это ж так. А если там нет, не сможешь быть. Каких листовок? Где? Ну, девчата, вы у меня одны. По местам. Курить на то-то не злать всех. Ладно уж, поборка имеется. Я принесу. Я знаю, где он лежит. Куда Борис Кубич, товарищ переводчик? никогда ничего не боялась. Я веселилась, танцевала.
Я легко крутила романы для забавы. Но я влюбилась в лейтенанта. Но меня с ним разлучили. И немцы навели ее в бой, а потом долго смотрели на ее и после смерти прекрасное и мужественное лицо. Генеральская дочка. Вчера не успел написать. Сегодня закончил. Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на белом свете. Альберт Федотович и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскивали могилу. А на Заречье, в лесу, отец капитана отыскал ее какими-то своими методами. Я хотел помочь им довести культуру, но так и не решился.